сам по себе этот лоток убитый. Ну, вот нынче будет ремонт. На 2 года ставят эту дорогу на ремонт. Ну, надеюсь, сделают нормально. Вот это вот вообще еще хорошая часть, самая хорошая часть этого лотка, как образец того, когда он используется по назначению и эксплуатируется так, как он должен эксплуатироваться. То есть он целенький, относительно, посмотри, вон борта такие целые, еще не нарушенные. То есть туда поступила вода, сработал автомат и уже сюда начинает слив идти с нижних улиц, с нижнего уровня. А там какая улица идет? Советская, да? Вот это советская. То есть с улицы Советской качается сюда, да? Да. Качается самый нижний уровень, здесь улица Почнева. Установлены несколько станций, и вот с этих станций воду качают в этот лоток. Вот здесь водоток, собственно, никакого движения не видно, да? Нет. Там в начале улицы этого лотка уже можно сказать, что совсем нет. Вот здесь мы видим, что лоток разрушен совсем, засыпан землей. Ну, проточности, сейчас вот сработал там насос, немножко появилась проточность, а так видно, что он уже тиной порос. А сколько лет это продолжается? Проточность нарушена года, ну, максимум 3, наверное. До этого все функционировало. Пусть он и разбитый, старый, все функционировало, проточность была, и, в принципе, насосы эти работали как вся эта система работала как положено. Сейчас он, конечно, в очень плачевном состоянии. Ну, надеюсь, что в этом году и в следующем году все исправят и сделают новый лоток. Каждую весну, когда начинается уже таяние снега, ближе к этому периоду бригада СГХ приезжает и пропаривает этот лоток. А так они его сначала очищают от снега, от мусора, пропаривают, то есть восстанавливают проточность. И после того, как этот лоток пропарят, уже можно в него откачивать лужи. То есть, когда он не функционирует, ни одна лужа не откачается снизу, с нижнего квартала. Ну вот тут, собственно, уже все очевидно. Вы все видите? Да, здесь он вообще разрушен. Ну и дальше картина такая. Вообще этот лоток является нашей водоотводной артерией всего этого квартала. Весной ощущалась неработоспособность этого лотка? Конечно, конечно. Тем более нынче снег вывезен не был. Каждый год вывозили снег с нижних улиц. Воды было очень много. Ну, как выражается? В лужах выражается, как и во всем городе. В проходимых или непроходимых. Очень помогает вот насосные станции, которые устанавливают. То есть они локально как-то эти лужи сюда перекачивают. Вот весь этот пролет, получается, с Лонгинова до Чайковского, он в ненадлежащем, в разрушенном состоянии. Ну вот посмотрите, тут тоже какая проточность, ее нет. Ну вот, да, здесь уже нет, почему не видно? Видно, что его нет. Видно, что он разрушен полностью. Я считаю, что здесь важно закрепить
закрепить юридически конкретно за каким-то учреждением. И чтобы в дальнейшем не было такого, что его засыпали, переделали. То есть рассчитать полностью. Если это частный, если это ИЖС, то у них такой был, должен быть вот такой вот заезд, да, вот с такой-то максимальной нагрузкой должна быть вот такая плита. Если это коммерческий объект, какие-то другие правила. И нельзя допускать такого, что бетонную какую-то плиту эту раздолбали, разбили и сделали свое по своему усмотрению. Все это должно быть технически регламентировано и юридически закреплено, чтобы в дальнейшем разрушения вот такого не допускать. Получается, сейчас разрушение возникло из-за чего? Из-за того, что Из-за неправильной эксплуатации, я считаю. Я считаю, что из-за неправильной эксплуатации, из-за того, что его разрушают, ну, сами люди, сами мы разрушаем, и никаких юридических последствий от этого разрушения никому не наступает ответственность. Он пошел, новый, отремонтированный. Это вот лоток, получается, идет по Чайковского? Да, по Чайковского он новый, но проточности тоже нет, ничто никуда не бежит. И мне кажется, что при строительстве этой дороги... Вот кто-то перекачивает что-то. Ну, я думаю, это не запрещено. Тут район низкий, и вода скапливается у всех, особенно в подполье. Бывает даже такое, что людям газовые котлы во время больших дождей заливает. И люди остаются без тепла. Значит, здесь с лотком что не так? Ну, вот сейчас я покажу. Здесь он есть. Здесь лежат трубы под асфальтом. Ну, тоже мусор такой. Никакой проточности не видно. Да, вода стоит. Может, проточности нет, потому что, ну, видели на на углу Чайковского и Ильинской, там он разрушен, в воде деваться некуда. А тут я считаю, что вот все, это конец лотка, дальше его нет. Мы дошли до улицы Кочнева. И есть подозрение, что дальше он не... Я подозреваю, что он не продолжается. Правда, есть версия, что он уложен там где-то под землей, но я считаю, что такая версия тоже не выдерживает критики, потому что, ну, технологические колодцы тогда где? Их нет. А пропарочная бригада не может такие большие пролеты обслуживать без этих технологических люков. Часть дороги выполнена без лотка. Без лотка. Я думаю, что так. И пока эта дорога на гарантии, я считаю, этот вопрос надо разобраться в этом вопросе и установить, права я или не права. Возможно, он под тротуаром, ну где люки? Возможно, он под газоном, ну тоже должны быть люки. С этой стороны тоже ничего нет. Вот мы уже прошли вторую улицу, парковую. То есть это достаточно большое расстояние. Может, это какой-то сверхтехнологичный лоток? Ну, возможно, нано-лоток, о котором по нанотехнологиям сделан, о которых мы не знаем. Возможно. Ну, вот это и надо установить. Где он, этот лоток? Вот мы дошли к перекрестку с улицы Бекетова. Тоже нет никаких признаков ни люков, ни самого лотка. Да. Мы дошли до улицы Чайковского, 2/7А. И вот здесь, собственно, он есть. Почему-то заколоченный стены. Да.
непонятно, куда замелись, ну, и здесь сухо. Ну, значит, то есть тут что-то было, ну, стекало. Может быть, зимой, там, весной, то есть, ну, вот. Все, воды здесь нет. Только тут точно нет. То есть возможно, что в промежутке от этого участка дороги, да, до Да, Чайковского, там сколько у нас примерно было? с улицы Кочнева, с перекрестка улицы Кочнева до, получается, перекрестки Бекетова. То есть, возможно, на этом отрезке откатывались. Да, я подозреваю, что так. Поэтому хорошо бы было разобраться в этом вопросе, пока дорога на гарантии. Пока эти работы, если лотка нет, по его строительству были в рамках гарантии сделаны, не за счет городского бюджета. Все, дальше, Перевозка по трактору. да, и там уже заворачивает. Там уже он хорошенький, новенький вот такой. То есть это неполноценная система водоотвода. Да, она для нас очень важна, потому что, повторюсь еще раз, пока этот лоток не будет функционировать, пока его не пропарит пропарочная бригада, не обслужит весной, ни одна лужа внизу не откачается. То есть, Это наша водоотводная артерия. ну, значит, вот в связи с этой ситуацией, с нефункционирующими лотками, вот, кому бы хотела обратиться? Я бы хотела обратиться к тем, кто занимается этими дорогами, нашим городским властям. По-моему, ситуация очень яркая. Мы сейчас стоим на одной части лотка в одном конце улицы Чайковского. Здесь воды нет. А там вы видели на том конце. Лоток почти полный. То есть это говорит о том, что на этом отрезке лотка либо нет, либо если он проложен где-то под землей, он не работает. Для нас этот лоток очень важен, для нас, жителей этого квартала. Он является нашей водоотводной артерией. Пока он не начнет работать, функционировать, ни одна лужа внизу не откачается. Очень надеемся, что этот вопрос выяснят. Спасибо.